Люди, они надеются на нас. Но кто вот надеется и в рамках нормативов положено ему, отдайте ему то, что он говорит. Вопрос обустройства вынужденных переселенцев из Северной Осетии и Чеченской Республики обсудили на совещании в Магасе. Как мы знаем, Владимир Владимирович Путин уже назначил голосование на 1 июля. Соответственно, мы уже в полном масштабном объеме начали вести свою работу. Голосование по поправкам в Конституцию планирует провести, соблюдая меры безопасности и по возможности на открытом воздухе. Пункты приема заявлений уже действуют. Мы не ограничиваем людей в том, что мы туда приходили по количеству, но во всех мечетях необходимо соблюсти все меры безопасности. В эту пятницу откроются двери всех мечетей региона. Каких правил следует придерживаться прихожанам во время Рузба? Нет ни одного яблока, который многократно не поврежден. Сад-гигант Ингушетия потерпел крупное поражение перед непогодой. В предприятии подсчитывают ущерб от града и урагана. Стоит ли рассчитывать на урожай в этом году? Праздник, объединяющий всех патриотов. В Магасе и Назране прошли акции, приуроченные ко Дню России. На телеканале «Ингушетия. Новости 24». Здравствуйте. Обустройство вынужденных переселенцев, утративших жилье в результате кризисов в Республике Северная Осетия и Чеченской Республике, обсудили на совещании в Магасе под председательством главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. По данным регионального Миннаца, с 2006 по 2019 годы в рамках программы по жилищному обустройству граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, обеспечено жильем 1001 семья. Ведомством ежегодно формируется и направляется в Минстрой России сводный список участников программы, изъявивших желание получить государственный жилищный сертификат в планируемом году. Он формируется в той же хронологической последовательности, в какой граждане, участники программы, были поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, то есть в порядке очереди. На 2020 год включено 373 семьи, 1245 человек вынужденных переселенцев. Введение режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во втором квартале повлияло на деятельность по распределению субсидий и жилищных сертификатов. Но мероприятия по полной выдаче остатка средств из федерального бюджета, предусмотренных для жилищного обеспечения вынужденных переселенцев, будут завершены до конца третьего квартала 2020 года. Таким образом, в текущем году планируется обустроить более 270 семей, а в 2021 – оставшиеся семьи. По итогам совещания Махмуд Али Калиматов заявил, что очевидной преференцией в организации освоения выделенных средств является качественная работа всех задействованных органов. В то же время он отметил в качестве одной из основных проблем притязания недобросовестных претендентов на жилье в ущерб тех, у кого есть на это законные основания. Руководитель субъекта поручил направить в правоохранительные органы все документы, относительно которых имеются подозрения в подлоге и нарушениях с любой стороны, как со стороны недобросовестно претендующих, так и чиновников, которые выносят решения по поддельным документам. Вопрос в чем? Что кому положено, мы не можем дать? Ну так же нельзя. Ну нельзя. Вот надо понять, что ты вот с одного места взял, ты другое место отдал. Но ты же нарушаешь право другого. Вы эти вещи. Вплоть до того, что пока не выйдем, не начнем обличать их, публично обличать. Есть у вас специалист, вот пусть идет в прессу, садится в камеру и говорит, вот у нас вот такие-то люди, вот сертификат положен таким, все мы отдадим. Все документы, которые под сомнение, материалы собираете, порядке 144-145, вот подлог, подделка, 327 возбуждаете и направляете в район, город. Мы не против них, но мы против того, чтобы человек в действительности нуждающийся не мог ее получить, потому что другой, и не один, с десяток их, жульническим путем получают незаслуженно квадратные метры. И вы должны понять, что прозрачность должна быть. Прозрачность, да? Вот прямо говорить. Надо просто людям довести, Михаил Владимирович, надо сказать честно, слушайте, не ждите, никакие фальшивые ваши справки, никакие вы... Они же знаете, что делают? Почему я говорю, это заострить надо? Они идут
каким-то чиновникам, которые говорят, ну, справку там, $200, $100, 500 рублей, все равно ходят вот эти вот бумажки собирают. Надо им дать понять, бесполезно. Надо каждого запрос. Живешь. Если официальный отказ, чтобы не было там какой-то выписки или справочки. Официальный МВД, чтобы вы их так вот вычистили. Мы должны это делать прозрачно. Мы должны это делать. Тогда не будет вопроса. Надо заключение от юристов. После этого обратитесь в прокуратуру. Еще раз пройдитесь. Все вот эти категории, кто претендует, четкий алгоритм надо. Вот этим нельзя, это надо, это обязаны. Распишите это. В действительности униженные, обманутые люди, они надеются на нас. Но кто вот надеется и в рамках нормативов положено ему, отдайте ему то, что он говорит. Не оставьте ни одну фамилию, которая туда попадет несправедливо, незаконно, но и того, кто положено и не попал. Вот сейчас вот сколько эта эпопея длится, я надеюсь, вот если мы сумеем на заранее вот это все сделать, и по номинации в следующий год вот остальных, надо этот вопрос закрыть. Закрыть его надо. Принципы единой системы власти, сохранение культурного наследия, поддержка науки и волонтеров. Поправки в Конституцию, предложенные президентом России, касаются различных отраслей. Демография, образование, культура, здравоохранение, экология. Особое внимание уделяется закреплению социальных гарантий и семейным ценностям. Общероссийское голосование стартует 25 июня. Готовы ли поддержать изменения в Конституцию жители Ингушетии, узнала Тамара Хашигульгова. В январе в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд изменений, которые сделали бы его в большей мере отвечающим современным реалиям. И вот уже до общероссийского голосования остается совсем немного времени, около 2 недель. Всего поправок 206. С их принятием грядут существенные изменения в политической и социальной сфере. Поправки давно назрели, они нужны и, убежден, будут полезны для страны, для общества и для наших граждан. Потому что они направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и наши ценности. То, что составляет основу нашей жизни. На то, чтобы расширить и конкретизировать социальные гарантии наших граждан. А значит, полнее раскрыть социальный характер нашего государства. В целом, создать условия для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу. С мнением главы государства о том, что Конституция, принятая еще в 1993 году, устарела, ее пора обновлять, согласен и Усман Евлоев, председатель городского совета Малгобека. Для него по роду деятельности ближе всего поправка в 131 закон, касающаяся местного самоуправления. Местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды, которые определяются федеральным законом. Территории муниципального образования определяются исторически сложившие или тем иных местных традициях. Структуры органов местного самоуправления определяются населением самостоятельно в соответствии с общими принципами местного самоуправления Российской Федерации, установленным в федеральном законе. И я надеюсь очень, что люди придут на выборы. Это наше конституционное право. Мы граждане Российской Федерации, у нас есть права и обязанности. В первую очередь, на сегодняшний день мы обязаны прийти на избирательные участки, проголосовать за те или иные изменения. И если мы хотим, чтобы работали наши права, то мы должны неукоснительно соблюдать свои обязанности. Традиции, ценности, единство и суверенитет – фундамент, на котором, можно сказать, основывается государство. А поправки в основной закон приняты укрепить его. Тем более, что направлены они на защиту прав и интересов граждан. Кроме тех статей, которые предложил сам президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович, меня очень сильно заинтересовали статьи, где впервые идет упоминание о Боге и историческая правда. Это тоже имеет очень большое значение для нашей республики. Вы знаете, что после издания указа репрессивного народа кое-какие части этого закона еще не доведены до конца и не исполнены. Я думаю, в связи с изменениями вот этой части Конституции этот вопрос будет решен и будет решен положительно.
Так что думаю, что мы должны принять самое активное участие и провести эти выборы на достойном уровне. В поправках в Конституцию особое место теперь занимает семья, а дети объявлены приоритетом политики государства. Изменения еще не вступили в силу, а поддержку в этом направлении в виде разового пособия для ребенка от 3 до 16 тысячи семей уже ощутили. К слову, неразрывно с этой статьей следует и другая – о традиционных семейных ценностях, забота о старших и связь поколений. Каждый должен создать семью и сохранить семейные ценности. Я рад, что если поправки вступят в силу, это будет закреплено письменно. Ничего плохого в поправках я не вижу. Поэтому считаю, что каждый должен определиться с выбором и проголосовать. Плебисцит – позиция принципиальная. Лишь в случае одобрения населения поправки к Конституции вступят в силу. Ну а ждать осталось совсем недолго. Сделать свой выбор избиратели смогут уже совсем скоро. Голосование начнется 25 июня и продлится 7 дней. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. Пункты приема заявлений на общероссийское голосование уже действуют. Всего в Назрановском районе насчитывают 29 избирательных участков и более 56 тысяч избирателей. Как заявляют представители ТИК, в связи с пандемией процесс голосования пройдет с соблюдением всех требований безопасности и по возможности на открытом воздухе. На месте будут выдавать маски, перчатки, а также санитайзеры. Разрабатываем на месте схему расположения всех участников голосования, то есть где наблюдатель будет находиться, где участковая комиссия, где урна будет стоять. Вот эти моменты, уже разработана схема у нас есть, образцы схем. И на месте, если позволять будет и помещение, и место для голосования, мы постараемся учесть все моменты, вплоть до того, как нужно входить. На месте будет находиться человек, который средства защиты будет раздавать и участникам, и тем, кто непосредственно находится на участке. Вот эти меры, они разработаны. А сейчас мы дальше будем готовиться и, соответственно, проверять наши участки совместно с администрациями сельских поселений, ну и со всеми участниками процесса этого. Подготовка к голосованию по поправкам в основной закон страны была приостановлена из-за режима самоизоляции. Но на сегодняшний день большинство избирательных участков готовы к предстоящему событию. Как мы знаем, Владимир Владимирович Путин уже назначил голосование на 1 июля. Соответственно, мы уже в полном масштабном объеме начали вести свою работу. Все наши избирательные участки подготовлены. Избирательные комиссии находятся в соответствии со своим графиком дежурства на своих местах. Работа ведется, и мы, в принципе, готовы к проведению нашего голосования. Сегодня вечером в аэропорту Магаз приземлилась вторая группа столичных медиков для помощи ингушским врачам в борьбе с COVID-19. Бригада врачей, как и в прошлый раз, состоит из 6 квалифицированных специалистов. Хирург, пульмонолог, инфекционист, рентгенолог, анестезиолог, реаниматолог, эндокринолог. В зале аэропорта прошла неформальная встреча министра здравоохранения со столичными медиками. Напомню, они направлены в Ингушетию мэром Москвы Сергеем Собяниным по указанию президента России. Первая очередная задача – встретиться сегодня с нашими коллегами, которые 2 недели уже здесь работают, понять оперативную обстановку, что происходит в республике, какие задачи стояли перед ними, что они успели выполнить, что осталось на наше участие. Мы приехали на 2 недели. Стандартной группой, как Московское здравоохранение, по проблемным по ковиду регионам отправляет по 6 врачей. Мы надеемся, что опыт, который мы накопили, поможет каким-то образом республике. Мы знаем, что здесь уже ситуация выравнивается, как и в Москве она сейчас выравнивается. Вот. Но все равно незамыленным взглядом, то, что называется, мы проедем по стационарам, по амбулаторным центрам, по обсервантам, да, и посмотрим, где может быть какая-то помощь. Мы никоим разом, мы понимаем, что здесь специалисты высокого уровня и свои уже научились работать с этой патологией, но тем не менее схемы понятны, да, лекарствами обеспечены, как мы услышали сейчас. В целом эпидситуация в республике сейчас уже идет на спад. В больницах меньше пациентов, меньше людей, которые вновь выявлены с коронавирусной инфекцией. Тяжелых больных 22 человека, на ИВЛ всего 6 человек. Мы, конечно, очень рады тому, что идет такой спад. И сейчас уже работа наших медиков, которые наработали и свой собственный опыт за 2 месяца,
уже имеют свои навыки в работе. Очень многие вопросы, которые были в начале непонятны, сегодня уже на высоком уровне рассматриваются. Несмотря на то, что эта коронавирусная инфекция все-таки не имеет панацеи, тем не менее, все те методические рекомендации, которые Минздрав России нам дает, спускает, мы их усвоили. И, конечно, теперь и с помощью столичных медиков мы продолжим работу по борьбе с этой коварной инфекцией. Приятная новость для верующих. В эту пятницу двери всех мечетей региона будут открыты. Обязательные коллективные молитвы были приостановлены из-за угрозы еще большего распространения коронавируса. Решение о возобновлении пятничных намазов было принято после консультации религиозных деятелей с Роспотребнадзором и медиками. О подготовке к рузбу и каких правил следует придерживаться прихожанам, расскажет Идрис Ижиев. В пятницу благословенный азан вновь соберет жителей на коллективную молитву. Двери мечети были закрыты более чем 2 месяца, а проповедь можно было послушать исключительно онлайн. Во всех мечетях республики сейчас идет подготовка к ближайшему пятничному рузбу, а вот центральная мечеть города Назрань уже готова принимать молящихся. ماجدي حبيح كشيك إزيك حيخم لوات صعبة نخسر عمقو بولت شن قاب يارس كادينا سامبيت تبي بول ده حبوي دعوه در حقوش تدبين. Помещение уже полностью обработано дезинфицирующими средствами, как снаружи, так и внутри. Волонтеры разделили помещение специальными лентами, учитывая, что COVID-19 активно передается в непосредственном контакте. Дистанцирование более чем в метр позволит молящимся соблюдать безопасное расстояние, а индивидуальные средства, предоставленные правительством, минимизируют заражение. Издан указ главы Республики Ингушетия о первом этапе снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Одним из направлений, одним из поручений по этому указу у нас является открытие мечетей. Первую молитву джума мы проведем уже в ближайшую пятницу. Мы не ограничиваем людей в том, что мы туда приходили по количеству, но во всех мечетях необходимо соблюсти все меры безопасности. То есть мы делаем разметку, мы кладем продезинфицированные салфетки на места, куда люди будут совершать места земного поклона. Сейчас эта работа, она ведется у нас по всей республике, у нас мечетей много. Мы выделили маски, которые мы будем распределять по этим мечетям. На всех входах у нас будут стоять маски, на всех входах у нас есть антисептики. Эта работа у нас будет идти до пятницы. И ближайшие 2-3 пятницы все эти меры, они у нас должны соблюдаться. В дальнейшем уже ситуация и дальнейшие этапы выхода из ограничительных мер уже покажут, как мы можем менять эти условия, но пока оно все остается вот так. Муниципалитеты, волонтеры и комитет молодежи общими усилиями исполняют указания главы. Благодаря слаженной совместной работе уже сегодня на территории Ингушетии буквально все мечети готовы к рузбу. Глава республики Махмуд Али كلماته поручить молодство между кида хайдахи вишанахта камелди يلزر داحة درجة دواتش بين لورج ياخش تبار ديشاش نافيو حاجة حاجي تيجي بلخك حاجتك إيش دو حم تانيستي أن وس حد يحكى في مولدو نظراني مولدو ماجدي полностью разметки لورج بيجي آخر 9 متر أخمتر رست يعني خلص ناخايق لزر درجة دواتش يعني полностью разметки مش تخد دكيا إمام اشتاق مال ده اوز دالشي اندل حنزه رزبدينها في ماسك جي حتى ان молодежный комитет станет совместно бог бос дезинфицирующие средства жи حتى да ханза имам камал да нахага да кайкрылдыр алваште делеши вож васак маска тайол шитани ши ламыз куспахар вол ана дукабла нах арах да это рузбдедол эн что бол бабвет. Готовы к первой после длительного перерыва коллективной молитве и в Карбулаке. Всю необходимую работу по обеспечению безопасности прихожан в городских мечетях уже проделали, и они откроют свои двери ранним утром в пятницу. Правительством нам предоставлено необходимое количество масок для раздачи прихожанам. И также будут здесь находиться, как я уже сказал, волонтеры будут проводить обработку антисептическими средствами прихожан.
Самое главное, каждому соблюдать меры предосторожности. Ведь только благодаря общим усилиям болезнь отступит, а население постепенно возвратится к привычному образу жизни. Идрис Ижиев, Магомед Дидигов, Новости 24. Ингушетия поэтапно снимает ограничения по коронавирусу. Первый этап уже стартовал, но угроза заражения вирусом все еще остается. Послабление для ряда организаций и предприятий не повод расслабляться. Масочный режим и социальная дистанция действуют как и прежде. О необходимости соблюдения мер безопасности напоминает Роспотребнадзор. В торговых точках региона вновь прошли проверки. Какие нарушения выявили в ходе рейда, расскажет Диана Дударова. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе стабилизируется. Теперь Ингушетия начала поэтапное снятие ограничений. Жители с режима самоизоляции переходят в режим самосохранения. Им по-прежнему рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Ну а предприниматели, на которых был наложен жесткий запрет, плавно возвращаются к своей деятельности. Правда, послабления коснулись не всех предприятий сферы услуг. Принимать посетителей до сих пор категорически запрещается торговым центрам и местам общепита. Последние работают на вынос. А вот салоны красоты, сотовой связи, парикмахерские, ателье, химчистки, автотехцентры вернулись к трудовым будням. Правда, формат оказания услуг пришлось немного поменять. К прежним санитарным требованиям теперь добавились новые. Это генеральная уборка помещений диссредствами, проверка состояния здоровья работников, обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции, обеспечение зоны обслуживания клиентов антисептиками. Специальная разметка, напоминание клиенту, антисептики – все здесь есть. Правда, мало кто этим пользуется. Роспотребнадзор к таким нарушениям был готов. С 8 июня в регионе начались рейдовые мероприятия. Если последние 2 месяца проверкам надзорных органов подвергались продовольственные магазины, то сейчас сотрудники в погонах взялись за предприятия, с которых сняли ограничения согласно постановлению правительства о поэтапном выходе из карантина. Каждый трактует это постановление, выход из карантина, по-своему. То есть запрещается работать торговым центром. То есть у них вход общий, там, внутри помещений. Таким торговым центрам запрещается работать. Мы это разъясняем людям, но люди категорически не хотят это воспринимать. Ленту в красно-белую полоску протянули вдоль центрального рынка города. Сотрудники Роспотребнадзора уже ранее опечатали территорию комплекса. Однако понимают, что такие меры тоже действуют и не на всех, и одной проверкой здесь не ограничится. Правда, сегодня никаких деликатных предупреждений и объяснений обстоятельств, только жесткие требования. Это однозначно, что опечатано будет. Прямо сейчас надо это все закрыть. Камеры здесь стесняются больше, чем несоблюдение требований ради безопасности клиентов. Заработали уже и местные салоны красоты. Правда, не все. Парикмахерские, которые находятся внутри торговых центров, пока запрещено открывать. Отдельный вход, поэтому они могут соблюсти наши требования. То есть запускать одного клиента, обслужить его, после этого запустить другого клиента. То есть там толкучки, вот это скопление людей, да, можно избежать вот это. Только и здесь проверяющие стали свидетелями не самой позитивной картины. Послаблением, конечно, рады, а вот соблюдать меры предосторожности не особо хотят. Один заходит, пока ждет, второй ждет, пока этот не заходит. Да. Пока это, дезинфекция обязательно. Антисептики, они у вас должны быть. И вы не принимаете людей без масок. Вот здесь, чтобы у вас вывеска была, чтобы без масок люди не входили. Большое скопление людей и паника вокруг торгово-развлекательного центра. Довольные выходом из режима самоизоляции, жители кинулись за покупками. Многие не в курсе, что ограничительные меры пока еще распространяются на некоторые сферы обслуживания. Так, на территории центра разрешено торговать продуктами первой необходимости, медикаментами и магазину детских товаров. Посетители также могут пользоваться услугами банкомата. На территории центра предусмотрели разметки, памятки, диссредства, а эскалатор работает только в одном направлении, чтобы посетители не нарушали социальную дистанцию. Правда, администрация торгового комплекса не скрывает. Часто приходится бороться с недобросовестными предпринимателями, которые втихаря открывают магазины. А были случаи, когда предприниматели нарушали ограничительные меры, и как вы реагировали на это? Ну, конечно, не то, что нарушали, они пытаются. Мы
закрыли магазины, опломбируем каждый магазин, чтобы опечатываем, точнее, если сказать, о том, что без разрешения администрации уже не могут открыть. У нас, кроме тех магазинов, которые первой необходимости, у нас все магазины опечатаны здесь. Еще один торговый центр, который с опережением распахнул свои двери для посетителей. При этом здесь тоже не соблюдаются никакие меры предосторожности. Все-таки есть и такие торговые комплексы, которые с момента объявления режима самоизоляции прислушались к призывам властей и надзорных органов. Все это время на территории этих центров не было выявлено никаких нарушений. И почему-то им удается проконтролировать своих арендаторов. При этом, конечно, доходы от комплексов из-за пустующих объектов не такие, как раньше. Но здоровье людей и соблюдение требований закона здесь, видимо, превыше рубля. Эпидемия – это не проблема Ингушетии, эпидемия не российская проблема, это мировая проблема. Поэтому мы с пониманием отнеслись к этому. И с этого дня мы торговый центр не открывали. Все наши действия мы согласовывали с Роспотребнадзором, сотрудниками. Они ко мне приходили, я с ними созванивался. Ни один день с этого момента мы не работаем. Роспотребнадзор и дальше продолжит опечатывать объекты, которых не коснулись ослабления. Также инспекторы напоминают, если сейчас некоторых предпринимателей сняли ограничения, это не значит, что им не смогут запретить работать. В случае выявления повторных нарушений им придется не только прикрыть лавочку, но и оплатить штрафы, минимальный из которых составляет 50 тысяч рублей. Рейдовые мероприятия мы проводим для предотвращения дальнейшего развития распространения коронавирусной инфекции. Это мы все должны понять, все люди, граждане нашей республики. Если эта ситуация будет ухудшаться, эти послабления могут отменить. Мы должны в первую очередь понять, это для нашей же безопасности все эти меры вводятся, все эти меры предосторожности. Просьба понять людей, носить свои маски, соблюдать социальную дистанцию. Если ситуация с эпидемией не ухудшится, вероятно, торговым центрам разрешат заработать с 20 числа. Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, все меры предпринимаются с целью не допустить повторной вспышки и не усугубить эпидобстановку в регионе. И напоминают, раз вам разрешили, не злоупотребляйте. Диана Дударова, Майербек Межоев, Новости 24. Депутаты Госдумы разработали и направили в правительство законопроект о введении в России почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочным договорам и неполный день. Установить минимальный почасовой размер оплаты труда в размере 150 рублей в час планируют с 1 января 2021 года. Согласно документу, эта сумма должна индексироваться раз в год. Сейчас часовая ставка высчитывается из МРОТ. С мая по июль она составляет от 89 до 65 рублей, что, по мнению авторов, крайне мало. Гигантский ущерб в гигантском саду. Одно из самых крупных сельхозпредприятий в СКФО не устояло перед стихией. Последствия урагана и града оставили невосполнимый отпечаток на фруктовых полях сада «Гигант Ингушетии». Урожая в этом году ждать не стоит. Деревья в пагубном состоянии, аграрии подсчитывают многомиллионные убытки. Но можно ли надеяться, что в будущем саженцы оправятся от нанесенного стихией удара? Какие прогнозы делают специалисты, расскажет Зелим Ханкалуев. Так теперь выглядит урожай сада «Гиганта Ингушетии», вернее, то, что от него осталось. Третий удар стихии, как отмечают агрономы, оказался почти роковым. Сначала это были весенние заморозки, град в начале мая, ну а сильные осадки, которые прошлись в регионе в этом месяце, нанесли невосполнимый ущерб урожаю. Это издалека кажется, что все нормально, но если подойти поближе, с виду здоровые зеленые деревья на последнем вздохе. Абрикосы, груши, виноград, яблоки. О былых урожаях остались только воспоминания. Здесь же все. Сотрудники Минсельхоза приехали, чтобы оценить масштабы урона. В этом году ожидалось 38 тысяч тонн урожая. Однако сейчас, по примерным подсчетам, удастся собрать около 2000 тонн. И речь идет про второй и третий сорт яблок. Более того, урожая может и не быть в ближайшие несколько лет, поскольку деревья серьезно пострадали. И если не удастся их вылечить, саженцы придется заменить на новые. Нет ни одной ветки, которую было бы целесообразно оставить или сохранить ему жизнь. Нет ни одного яблока, который многократно не поврежден, не избит. Надежды, что здесь что-то в этом году получим, 100% нет. И на будущий год, чтобы здесь яблоко получить с него, надо приложить максимум усилий и лечить это дерево.
Если удастся вылечить, тогда у нас в будущем году что-то будет. Если, видите, с 5 июня ни одной новой ветки. Дерево восстановило свои генеративные свойства. Ни одного листа нет, живого, который работал бы здесь. Даже обработки, которые мы делаем, могли бы внести удобрение по листу, они не сработают, лист не работает. Сад-гигант из-за капризов погоды потерпел гигантские убытки. Ущерб составляет 1 миллиард 480 миллионов рублей. Аграриям пришлось молча наблюдать за тем, как стихия безжалостно уничтожает деревья, а вместе с ними и весь урожай. Плодовые деревья здесь занимают 994 гектара земли. Аграрии отметили 100% гибель посадок на площади в 630 гектаров. Остальные деревья также задела непогода. В этом связи, как бы вам сказать, Минсельхозом Ингушетии проведены фото-видеоматериалы. Необходимо сейчас создать межведомственную комиссию на муниципальном образовании Сунжурского района и ввести режим чрезвычайной ситуации. Дальше действия Минсельхоза, выход на главу республики о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Республики Ингушетия. В этом случае мы подготавливаем пакет документов для отправки и дачи экспортного заключения в Министерство сельского хозяйства России. Если там найдут, изыщут финансовые средства для оказания помощи, то мы постараемся оказать помощь саду-гиганту. Все же поливка деревьев продолжается в надежде сохранить хоть какие-то саженцы. В этом году аграрии также готовились собрать и первый урожай винограда, но теперь об этом придется забыть напрочь. С виноградом, как мы видим, перебита вся лоза, перебиты новые побеги, перебит урожай. С урожаем у нас в этом году с винограда ничего даже ожидать не стоит. Главное сейчас спасти лозы для того, чтобы заложить в следующем году под новый урожай. Такая же ситуация, как и на яблоне. Мы по нему работаем и так же, как и по яблоням, антидепрессантами. Словом, антидепрессанты, видимо, понадобятся не только урожаю, но и аграриям. Сад-гигант не единственное предприятие, пострадавшее от удара стихии. Они не только затронули сады. Здесь и Славянка, артель Славянка, сад. Здесь и 21 век, тоже сад. В общем сложности, если считать все многолетние насаждения, все сады в республике, которые подали заявление в Минсельхоз, на общую площадь где-то около 1128 гектаров. У нас в республике сады, то есть то, что мы мониторим, то, что люди закладывают, в пределах 1480 гектаров общих садов. Из них, считайте, 1120 гектаров погибли. То есть урожая в этом году плодовых яблок, груш, плодовых культур мы не наберем. Это очень печально. Помимо этого, у нас на территории Республики Ингушетия пострадали и посевы зерновых, зернобобовых культур. При первом дожде с градом смыли все посевы кукурузы, подсолнечника. В прошлом году Ингушетию настигла засуха почвы, а в этом сразу несколько природных катаклизмов. 2020 выдался печальным для всех аграриев не только Ингушетии, но и всего Северного Кавказа. А судьба самого крупного сада Ингушетии будет известна скоро, но прогнозы пока неутешительные. Зелимхан Калоев, Адем Далаков, Новости 24. Сегодня в Магасе и Назране прошли акции, приуроченные ко Дню России, которые будем отмечать совсем скоро. В столице республики раздали ленточки с российским триколором автолюбителям, а еще украсили флагами стадион и различные учреждения города. А также приняли участие во всероссийском фестивале граффити «День России», изобразив на фасаде многоквартирного дома красочный рисунок. В стиле стрит-арт изобразить на стенах зданий героев и сюжеты сегодняшнего дня. Это врачей, волонтеров, работников ЖКХ, тех, кто в непростое время социального дистанцирования поддержал работу систем жизнеобеспечения, лечения граждан, дистанционное обучение наших школьников и студентов. Вот таким образом мы выражаем свою благодарность всем тем, кто стоял на передовой, рискуя своим здоровьем, не только своим здоровьем, но и здоровьем своих близких.
Еще одна акция прошла на Назрановской аллее. Представители Комитета по делам молодежи совместно с волонтерами из Молодой гвардии «Единой России» и Российского союза молодежи раздали прохожим и автомобилистам ленты в цветах триколора и маски. Добровольцы намерены реализовать еще несколько подобных инициатив в городах и районах региона. Все люди добросовестно отнесли к этому, останавливались, забирали ленточки, маски, а также пожелали им удачи в дороге, чтобы они не гоняли. Я пожелаю Республике Ингушетия, чтобы Российская Федерация процветала, а также Республики и различные регионы СКПО, а также России. К празднованию одной из главных государственных дат Дню России готовятся по всей стране. Национальный праздник пройдет по традиции 12 июня. Но патриотический порыв можно выразить уже сейчас в просторах интернета. Идеи, стихи, факты истории, всевозможные поделки. Вооружаемся гаджетами и делимся своим творчеством с пользователями всемирной паутины. Как это сделали воспитанницы ДК в Яндере. Они приняли участие в одном из всероссийских флешмобов. В каком именно, расскажет наш корреспондент. Флаги России. Акция, приуроченная к одному из самых важных праздников нашей страны. В ДК поселения Яндере решили его отпраздновать по-особому. Воспитанники художественной школы демонстрируют свои произведения. Увидеть их смогли и пользователи Инстаграма. Я хочу сказать, что в большом мире есть такая страна Россия. В нем есть добрые люди с богатой душой. Это моя большая родина, я очень ее люблю. Я хочу, чтобы Россия процветала. Принимают участие в акции ученицы Центра натуралистов. Они устроили мастер-класс. Это онлайн-трансляция процесса создания поделок в виде государственного флага. Украшения, сувениры – все сегодня в традиционном стиле триколора России. Я очень люблю Россию, так как Россия моя родина. Я выросла здесь патриоткой благодаря своей школе, которая учила меня этому, и благодаря своей семье. Для мастер-класса я подготовила несколько картин, так же, как и географическое положение России, точно так же и сам флаг России, вставленный из того же самого фоамирана, такой же с блестком. Я желаю своей родине, чтобы она продолжала процветать и радовать нас, россиян. Считается, что до 17 века на Руси не было единого флага, и его роль выполняли различные знамена, воинские флаги, стяги. Первая попытка была в 1668 году, когда царь Алексей Михайлович утвердил бело-сине-красный флаг как знамя на корабле, первом отечественном парусном западноевропейского типа судна фрегате «Орел». Однако точно неизвестно, как именно выглядело знамя. Окончательно разрешил вопрос с единым флагом молодой император Николай II. С тех пор символ нашей страны эволюционировал. Трактовка его цветов такова: белый – благородство и откровенность, синий – верность и честность, красный – мужество и смелость. Это определение государственности России. Каждому атрибуту будет посвящена отдельная акция. Они проходят с 8 по 12 июня. Мы должны гордиться, что мы живем в России. Россия – наш дом. Малая родина Ингушетии, но наш общий дом – это Россия. И мы должны всячески подчеркивать и поднимать этот вопрос, потому что, по моему мнению, это очень значимая дата – отмечать День России. Во флешмобе «Мы Россия» может участвовать любой желающий. Нужно только выложить у себя в соцсетях символ нашей страны под единым хэштегом «Флаги России. 12 июня». Впереди еще много акций. Спешите принять участие в патриотической миссии. Хава Султыгова, Адам Гулоев, Адам Далаков. Новости 24. Участники молодежки ОНФ в Ингушетии помогают в ликвидации последствий урагана. Напомню, шквалистый ветер, ливень и местами град прошлись по региону 3 июня. Тогда из-за непогоды пострадали соцучреждения и жилые дома. В Сунжинском районе ураган повредил кровли десятков подворий и соцобъектов. Шквалистый ветер с ливнем и градом оставил без крыш ряд торговых объектов, повалил деревья и повредил линии электропередач. Значительные повреждения получило и здание Сунжинской специальной коррекционной школы-интерната. Волонтеры совместно с местными добровольцами помогли разобрать обрушенную кровлю здания и складировали материалы в школьном дворе. Директор специальной школы-интернат поблагодарила активистов за оказанную помощь. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.